Дель Мар в июле 23 года, но скорее здесь, наверное, какого-то лидера на себе примерить. Пятый номер Дюра Эреде, на котором Мурзабаев. Ну и вот он, Кабирхан, дорогие друзья. Кабирхан, фаворит локальных тренотделений, подопечный Дага Уотсона и большая группа поклонников Кабирхана из Казахстана. Вот даже по-моему, говорят, чуть-чуть потише, ребята, не испугайте лошадь. Впервые вот при таком стечении людей в атмосфере выступит, и пожелаем ему удачи. Да, вот что может сотворить в этой компании Лорел Ривер, даже и Бупат Симар с тегом Оши. Для них это бесценный опыт. Взвидавший уже многое, 9-летний Мерин от Дубауи буквально на подножку уходящего поезда удалось ему заскочить челлендж 2 марта, и это дало ему право принять участие мира. Ньюгейт от тренотделения Боба Бафферта поскачет Фрэнки де Тори. Вот уж у кого опыта хоть отбавляй Дубайского Кубка мира, так это у Фрэнки де Тори и у Боба Бафферта. Далее победитель Саудовского Кубка Сеньор Бускадор в седле Джуниор Альварадо, тоже очень эмоциональный в Саудовском Кубке в противостоянии с Ужбе Тесоро, но как он ипподрома Мейдан, пока не знаем. Следом Уилсон Тесоро. Вот он, действующий обладатель Дубайского Кубка. Юга Кавада, второй призер Саудовского Кубка, пятый призер Сигза Уайт Абарио. В общем-то, без слабых. И я думаю, что это один из основных конкурентов Кабирхана. Уилсон Тесоро в седле Юсуки Хара, Хитоси Катаритнего жеребца от Китасан Блэк. За Ужбой 29 декабря он был вторым. До этого он был вторым за Лемон нашей аудитории. Но в последнем старте 18 февраля в Токио на дистанцию финишировал 8-м. Ну и вот Дефандет, представляющий Сауду, сказали, что он был 7-м. Но вот интересно, что Боб Бафферт, его Ньюгейт, это его подопечный Лорен, выступал под руководством этого тренера. Ну и вновь слово Мыке и Евгению Капушеву. Спасибо большое, Максим. Ну, действительно, только что мы видели, буквально в нескольких метрах от нас отправились сейчас на дорожку. Женя, какие впечатления, что ты увидел? Дерма Сатогаки выглядит великолепно. Все остальные тоже очень хорошо по себе. Как-то он действительно, порядок его некоторые вопросы вызывает. И Бафферта сегодня, кстати. Дерма Сатогаки выглядит фантастически. Масару Такахаши сказал о том, что в этой скачке у японцев шанс. Я спросил, почему. Он сказал, ну, во-первых, Кристоф Лемер травмировал Ойшен Мерфи, который его не знает, шансов нет. И на Ужба Тесоро он тот. Это его мнение, это не совпадает с моими ощущениями. Но будем смотреть. В любом случае, вынужденная замена – это фактор, который недооценивать нельзя. Да, действительно, это так. Еще раз, вот мне, кстати, и Ужба тоже понравился. Ужба хорошо выглядит. Да. В общем, люди, которые приближены, да, к японской конюшне, если Ужба в своем обычном порядке, то от него стоит ожидать очень серьезных проблем. В таких же году он может, бог знает откуда, начать свой бросок. И у него столько, действительно, такой большой души, широкого сердца, действительно побороться прямо даже на последних метрах отбороться. Так что мы это обстоятельство, разумеется. Кабирхан был прямо перед нами. Кабирхан выглядит великолепно. О том, что действительно Кабирхану, возможно, будет не хватать одной скачки. Нет, ну, разумеется, сейчас сама скачка и ответит на которую фактически подвисли в воздухе. Ну и что еще можно хорошо выглядит. Да, очень хорошо. Да, сеньор Бускадор тоже хорошо выглядит, но мы, как неоднократно с вами, уважаемые друзья, и видели, что мало выглядеть хорошо. Важно,
Да. Нет, просто съехало седло. Даже признавал тренер, что не всякий раз у Кабирхана получает принимать хорошо, но тем не менее, работа над ошибками была проведена. Второй раз, Да, я мы думаю, будем что надеяться, этой проблемой что сейчас второй не будет. стартовый бокс положительно скажется на им за арьергардом, за аутсайдерами, которые в любой момент еще раз нести неприятный сюрприз. А так все, так скажем, очень много людей сейчас собралось и в падоке, и на трибунах, все на соответственно, дорожку. Коллеги, вам слово. Да, действительно, с седлом были небольшие заминки у Дерма Сатагаки, но Мерфи уже в седле, с ним все хорошо. Все визуально, все великолепно. Да, вот как раз-таки неоднократно мы видели, как Кабирхан наблюдает за тем, как лошадей заводят в боксы. Да, такое спокойствие играет на всех свысока. Чуть-чуть направо посмотрел перед собой. Да, там и Даг Уотсон параллельно дает комментарий. Но вот отмечал Даг Уотсон, что по работе нам работаем над тем, чтобы его чуть-чуть замедлить, Кабирхана, нежели ускорить. То есть Кабирхану... Мерфи, конечно, это всегда настораживающий фактор. Ужба Тессора выглядит великолепно, судить по телевизионной картинке. Как минимум не хуже, чем в прошлом году. Боксы Дерма Сатагаки. Кабирхан последним, зная о том, что не любит, ну не то чтобы не любит, но как уже над заходом в боксы, над приемом работалось специально Дага Уотсона. Ну, если есть возможность зайти последним, почему бы и, допустим, жеребец лишнее время не нервничал. Итак, вот Кабирхан. Пэт Добс, хотя не знаю, внутри спокойно ли там у Пэта Добса. Неспокойно. У нас все волнительно. Мы можем себе позволить, от нас это волнение лошади. Зависит, мы болеем, переживаем, комментируем, а налипают там они, находясь в тысячах километрах от нас. Да, ждем Кабирхана. Заходит в боксы Defended. Потребуется, небольшая. Итак, на старте Дубайский Кубок мира 2020. Далее нас ждет 2000 метров. Невероятно интригующий бой. И дан старт Дубайскому Кубку мира, но тут же попадает под небольшой контакт со стороны Дюра Эреда. Буржан Мурзабаев резво принимает Лорел Ривер, как и ожидалось. Кабирхан сейчас 6-е место, Лорел Ривер впереди. Рядом с ним на второй позиции Милит Дюра Эреда. Бровка занята, поэтому приходится чуть-чуть перекладываться Пэту Добсу в сторону. Там Дерма Сатагаки, но главное не нервничать, все в порядке. Еще впереди Лорел Ривер, за ним Defended, тут же Military Law, кажется, 5-м, 6-м, но вот как резво поехали, нисколько не отражает Тессора, уж Тессора последний. Кабирхан сейчас занимает 6-е место, по правую руку лидирует с небольшим преимуществом Лорел Ривер, рядом с ним Defended. Кабирхан перекладывается вперед, улучшает свою позицию, Military Law отпадает назад, уж Тессора приближается к лидерам, и удовольствие он от группы, которая сейчас возглавляет компанию. Ривер в левый поворот входит уже, лидируя с преимуществом. В посыле Пэт Добс, а Тегоши, между прочим, положил руку спокойно идет вперед. Лорел Ривер лидирует. Кабирхан в том месте. Лорел Ривер впереди, и остается у нас 200 метров до финиша. Абсолютно никого рядом с ним нет. Лорел Ривер творит какую-то невероятность метров до финиша, а просто соперники не попадают в кадр. Нет соперников для Лорел, и Джадмонд одерживает победу в Дубайском Кубке мира 2004 года. Лорел Ривер побеждает в Дубайском Кубке мира. Первый успех Бупату Симару. Ну и второй Джадмонту после победы Эрогейта в 2015 году. Кто бы мог подумать, что именно такое развитие Дубайского Кубка мира лучшим. Но вот этот выбор, который сделал Бупат Симар не в пользу Годольфин-Майского Кубка мира, как мы понимаем, был сделан не зря. Ну, положим, развитие встанет и пойдет вперед. Но что он останется на этой позиции долго и более того привезет такой
фантастическое, неопитно всем. И финишерам, и сталкерам. Вот это представить было... Ловите меня, ребята, ловите. А вот поймаете или нет, мы узнаем на дорожке. Или что Лорел Ривер окажется рано или поздно в числе лидеров. Нужно было принимать жестко, резво и, конечно же, раскачать Кабирхана, чтобы он вернулся в борьбу, чтобы он попытался откликнуть команды на его посыл. Но, увы, Лорел Ривер давил. Просто, ну, получается, растоптал, да, всех своих конкурентов, как бы они не цеплялись за этот призрачный шанс его догнать, но нет, никого. Ведь впервые выигрывает лошадь, которая впервые едет дистанцию 2000. Потрясающий результат, потрясающая интуиция и уверенность продемонстрировал Патом Симара, который абсолютно точно понял, какими... И если бы не Лорел Ривер, то результат этой скачки с точки зрения двух лошадей, занявших первое и второе место, как и в Саудовской Аравии. Потому что опять с последней позиции точно финишировал Ушба Тессора, и откуда... Да, вот я не зря сейчас вспоминаю «Two Rivers Over», да, и... Вот если бы встретились эти две реки в одной скачке, получили вот такую развязку Дубайского Кубка мира. Но в итоге и там клички, которых есть слово «ривер», то есть «река». С нашими коллегами Сергеем Мыкой и Евгением Капушевым подведем итоги.